В эфире вечерние новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Курс взят на качественную и быструю вакцинацию. Глава Якутии поставил приоритетные задачи перед региональным оперативным штабом. Режим повышенной готовности из-за аномально низких температур продолжается. Между тем, на объектах ЖКХ и энергетики выявляются новые нарушения. 90-летний юбилей отметила мать героини из Хандыги. За эти годы она была удостоена всех 3 степеней материнской славы. Качественное и быстрое проведение вакцинации позволит локализовать вспышки коронавируса. Об этом глава Якутии Айсан Николаев заявил на совещании оперативного штаба сегодня. Он отметил, что эпидситуация в республике в последнее время характеризуется стабильностью и постепенным снижением количества зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 132 новых случая, из них 44 в городе Якутске. Снижается количество тяжелых больных. Также Николаев подчеркнул, что в ближайшие недели и месяцы приоритетной задачей является качественное проведение вакцинации против коронавирусной инфекции среди якутян. Провакцинировано в республике 6929. Я думаю, что сегодня к вечеру мы планку 7000 вакцинированных непосредственно преодолеем. За сутки прошлые, за воскресенье у нас вакцина непосредственно поставлена 542 гражданам республики. Уже в 25 районах республики проходит вакцинирование. И, соответственно, в тех районах, в которых вакцинирование еще не начато, вакцина не довезена исключительно по погодным условиям. Это Колымская группа районов и Алюкминский район. Еще один руководитель района вакцинировался от коронавируса. Первый компонент вакцины «Спутник Ви» получил глава Хангаласского улуса Олег Иринеев. Виолетта Засимова встретилась с ним и узнала о самочувствии. Вакцину «Спутник Ви» под торговым названием ГАМ-КОВИД-ВАК в количестве 800 штук завезли в район 21 января. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили более 300 жителей улуса. Работники образования получили 119 человек, Покровский РЭС получил 25 человек, медработники 25 человек, социальные работники 72 человек, из них 64 Махсоголовский психоневрологический интернат. На территории района развернуты 14 пунктов вакцинации от COVID-19. Также созданы выездные мобильные бригады. 3 бригады в городе Покровске и 1 бригада в поселке Махсоголох. Сегодня выездные бригады Покровска работали в 2 учреждениях – местный отдел внутренних дел и районная администрация. В администрации вакцинацию прошли 25 человек, в том числе глава района Олег Иринеев. Призываю жителей Хангаласского улуса активно принять участие в вакцинации. Только совместными усилиями мы победим эту болезнь. Напомним, прежде чем получить первый компонент ГАМ-КОВИД-ВАК, вакцинируемый должен заполнить анкету, пройти опрос на наличие противопоказаний, подписать добровольное согласие. Затем ему измеряют температуру, сатурацию и артериальное давление. И если все нормально, ставят прививку. Второй компонент вакцины ставят на 21-й день после получения первого компонента. Противопоказания у нас это значит температурящие, которые переболели и которые имеют тяжелые аллергические реакции. С осторожностью можно проводить вакцинацию онкобольным, которые получают химиотерапию, аутоиммунные заболевания, стадии декомпенсации, если хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет. Жители улуса, желающие привиться от COVID-19, могут записаться на процедуру через колл-центр либо в регистратуре ближайшего медицинского учреждения. При себе в день вакцинации необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Творческие объединения Хатасского центра культуры возобновили работу. Их более 50. Например, в Народном театре «Наслега» занимаются 24 человека. Местные артисты показывают спектакли, участвуют в художественной самодеятельности. Также в Центре культуры в рамках проекта «Мы рисуем» работает творческое объединение. У нас работает такой творческий коллектив, молодые, поэтому так долго мы не горевали, сразу стали работать. Призываем, чтобы каждый коллектив, каждый человек не падал духом от таких длинных морозов, от этой пандемии, которая властвует по всему миру, да? А надо жить и творить.
Из-за затянувшихся аномальных морозов в Якутии режим повышенной готовности продолжает действовать на территории региона. Об этом сегодня сообщил вице-премьер правительства Алексей Колодезников на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главы районов, представители МЧС, Якутскэнерго и Министерства ЖКХ обсудили вопросы обеспечения функционирования объектов в условиях низких температур. С Нового года в Якутии зафиксированы 31 технологическое нарушение, большинство из которых на объектах энергетики. На сегодня у нас в республике низкие температуры уже держатся продолжительное время, более 1,5 месяцев. Ну и стоят такие температуры, что они ниже на 7-8 градусов среднемноголетних наблюдений. И более того, они еще будут продолжаться. В целом я заслушал, как у нас обеспечена готовность по объектам коммунального комплекса, энергетики, как у нас обеспечены резервными источниками питания объекты здравоохранения. Мы готовы, в режиме повышенной готовности давно находимся, но однако видим же, что технологические нарушения происходят. Заслушал глав муниципальных образований. В целом готовность есть и реагирование на достаточном уровне. Дистанционное обучение для школьников Якутска продлили по 30 января включительно. Об этом нашему телеканалу сообщили в Управлении образования города. В приказе сказано организовать учебный процесс с 26 по 30 января в связи с климатическими условиями в дистанционном формате с 1 по 11 классы. Однако допускаются очные занятия для подготовки школьников с 8 по 11 классы к Всероссийской олимпиаде и другим интеллектуальным конкурсам в малых группах до 15 человек. Морозы и коронавирус не становятся помехой для перевозки пассажиров ЖД-транспортом. Более того, для удобства с декабря прошлого года изменился график отправления и прибытия поезда. Артур Старостин с подробностями. Как говорится, война войной, а обед по распорядку. Это не авиаперевозки. Здесь задержек или отмены рейсов не бывает. Если даже 2 пассажира, то поезд отправится по расписанию. Ведь такое уже случалось. Спад у нас очень большой, но мы надеемся, что это закончится когда-то. Все, неблагоприятная эта обстановка, и пассажиры поедут с нами, будут путешествовать. Для любителей дальних поездок добавили беспересадочные купейные вагоны до станции Иркутска. Время пути составит 3 суток. С 13 декабря прошлого года изменился график прибытия и отправления поезда Нижний Бестях-Нерюнгри. С введением нового расписания существенно сократился время в пути для вагонов беспересадочного сообщения до Хабаровска, Благовещенска и Иркутска. В зимний период организован трансфер до автовокзала города Якутска. При выходе с вокзала пассажиры сразу садятся в автобус. Но я вижу, вы так тонко одеты, там тепло, да? Да, у нас, как бы и теплее, но я просто не ожидал, честно говоря, до таких морозов. Железнодорожная станция Нижний Бестях считается самой северной, самой холодной в стране. Особенно декабрь и январь удивил всех своим климатическим условием. А это для технических работников, машинистов, дежурного подстанции большая ответственность. Особенно по прибытию поезда и когда выполняются маневровые работы за пределами станции. Для передвижения тепловозов механизмы стрелочных переводов должны работать в соответствующем режиме. Стрелочный перевод приходится каждый день чистить вручную от снега, так как этот механизм меняет направление тепловоза от одной линии к другой. Это нелегкая работа, особенно при низкой температуре, как минус 50 или 56. В кабине здесь обогреватели справляются, работаем. Для работы, для жизнедеятельности все в порядке. В дальнейших планах по перевозкам пассажиров в этом году будет запущен скорый поезд до Владивостока. Артур Старостин, Мигино-Кандалакский район. 90-летний юбилей отметила мать героини из Хандаги Вера Константиновна Свинобоева. За эти годы она была удостоена всех 3 степеней материнской славы. С юбилеем ее поздравила и наш корреспондент Мария Винокурова. Вера Константиновна и Иннокентий Савич Свинобоевы – самая знатная и уникальная семья в Тампонском районе. Они произвели на свет 15 детей, 9 сыновей и 6 дочерей.
2 года назад Свинобоевы справили благодатную свадьбу – 70 лет супружеской жизни. Вера Александровна, рано ставшей сиротой, образования не получила и поэтому всю жизнь трудилась дояркой. Весь дом тоже был на ее плечах, ведь муж, прославленный коневод, который первым в нашей республике начал тренировать скакунов, постоянно был на выездах. Он до сих пор благодарен супруге за то, что она дала возможность заниматься любимым делом. Сегодня Вера Константиновна и Иннокентий Саввич Свинобоевы – счастливые бабушка и дедушка, свыше 50 внуков, 40 правнуков и праправнуков. Мы еще хотим для внуков, для правнуков, праправнуков и для детей, пускай они живут до 100 лет, еще больше. В 90-й день рождения представители администрации Тампонского улуса передали Вере Константиновне поздравления от имени президента России Владимира Путина, главы Якутии Айсена Николаева и главы района Якова Степанова. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Схватки за кубок спорткомплекса «Мадун» по масс-рестлингу начнутся сегодня в 21:00 по местному времени. Соревнование пройдет без зрителей. Прямую трансляцию на НВК «Саха» обеспечат 6 камер. За кубок поборются масс-рестлеры 4 спортивных клубов из Амгинского, Усть-Алданского районов и из самого спорткомплекса «Мадун». Всего участвуют 28 спортсменов. Победившая команда получит 50 тысяч рублей за второе место. Полагается 30 тысяч и за третье 20 тысяч рублей. Трансляцию всех поединков смотрите с понедельника по четверг с 9 часов вечера на телеканалах НВК «Саха», «Мамонт» и в YouTube-канале. Финал состоится 28 января. Именно кубок спортивного комплекса «Мадун» проводится первый раз. И это у нас как бы проводится в телевизионном формате и в режиме онлайн без зрителей будет. Будет 4 дня. Прямой репортаж с 9 часов начинается на прямом эфире НВК. Будут участвовать 4 команды. Всего весовых категорий в каждой команде 7. И 5 мужской вес и 2 веса женские веса. На этом пока все, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.